Здравствуйте, уважаемые зрители нашего подкаста. Это уже 23-й эпизод, и сегодня у нас долгожданный гость, учитель физкультуры Сергей Владимирович Новиков. Вы просили очень часто его в комментариях, особенно мой класс 8Е, и наконец-таки мы с вами все дождались. Здравствуйте. Да, всем привет. В общем, привет. Да, спасибо большое. Да, я дошел. Вот, уже 23-й эпизод, очень отлично. С какого я иду эпизода? С третьего? С четвертого? Наверное, да, прям вообще сразу же. Вообще физруков очень сильно любят, их всегда просят. И вот мы обсуждали вообще такую вещь, как предметы физкультуры, что, по-моему, очень легко быть физруком, который всем нравится, потому что можно давать упражнения, которые нравятся, там можно позволить поиграть, потому что вот те, кто более активные в классе, постоянно разговаривают, вот они именно на физкультуре там отличными спортсменами становятся, потому что вот эта куча энергии, которая у них есть, они потом ее могут куда-то выместить. Да, так есть, выплескивают. Плюс домашние задания не задаем. Угу. Плюс там на улице можно заниматься. И вообще, в принципе, вот это вот... И это ведь отдельный какой-то такой, знаете, ритуал вот переодевания в раздевалке перед уроком физкультуры, что там в этих раздевалках бог знает, что иногда происходит. И школьникам это ведь тоже весело и интересно. Вот. Давайте конкретно о вас. Вот у каждого учителя физкультуры есть своя суперспособность. Вот, например, там Михаил Колесников, у него футбол, Людмила Степкина, Людмила Иосифовна у нас в гостях была. Посмотрите обязательно этот эпизод, очень интересный. Она, значит, легкая атлетика, у вас хоккей. Вот расскажите, как от хоккея вы дошли до учителя физкультуры, и хотели ли вы стать учителем физкультуры, или так вышло? Вот интересно было бы послушать. Хорошее слово суперспособность. Да, хоккей – основной вид спорта. Был хоккей на льду, сейчас основной вид спорта – хоккей в зале, так называемый флорбол. Учителем физкультуры я стал не сразу. Я вообще по образованию специалист по физической культуре и спорту, то есть я шел конкретно учиться в университет на тренера по хоккею. Вот, но потом уже параллельно решил попробовать себя учителем в школе общеобразовательной. Ну, я так могу сказать, как вы понимаете, мне понравилось. С 2008 года работаю в школе. С 2008 года. И мы вместе с Людмилой Иосифовной пришли в один год. Одновременно? Да. Может быть, вы еще ученик ее? Ну, мы где-то друг у друга всегда учимся. Очень правильно. Я ее чему-то обучаю тоже. Да. То есть с 2008 года, да, что по хоккей, суперспособности. У меня достаточно много суперспособностей, поэтому хоккей – это одна из. Получается, что вы хоккеем занимались с детства. Вот как рано вы пошли? Я пошел со двора, просто вот пришел. Мы раньше зимой хоккей, летом футбол. С ребятами старшими играл во все игры, и они мне посоветовали, порекомендовали пойти попробовать хоккей. Я пошел, мне понравилось, и это был, наверное, мне было 5-6 лет, где-то так. И на сегодняшний день я также продолжаю заниматься хоккеем, для себя катаюсь, для здоровья, так сказать, так называемая любительская там лига, просто для поддержания формы. Ну и просто хоккей – это огромная часть моей жизни, поэтому я получаю от этого удовольствие. И он параллельно идет у меня со всеми остальными моими делами. Сам это было в Кохлояру, я сам из Кохлояру, родился там и начинал свой хоккейный путь там. Потом, когда поступил в университет, поехал в Санкт-Петербург. Почему-то вот, не знаю, я думал так, что Кохлояр слишком маленький город, Санкт-Петербург слишком большой город, и Таллин такая какая-то золотая середина. И после окончания университета я поеду в Таллин. Но, как выяснилось, на самом деле Таллин – это далеко не золотая середина. В плане, в размерах, в масштабах. То есть, да, он больше, чем Кохлояр, но не чуть-чуть меньше, не чуть-чуть меньше, чем Санкт-Петербург, конечно. Но и здесь уже тоже сначала я пошел работать тренером, как я сказал, да, что это была моя основная цель, и, то есть моя, так скажем, основная специальность. И работая тренером уже я параллельно я также, как основная моя работа была, это различные там
по строительству, по металлообработке и так далее. Потом я решил попробовать пойти в школу. То есть и в итоге, как основная моя работа, стала учить физкультуру в школе, а вечером я работал тренером по хоккею. Затем у меня была моя группа, ребята, которым сейчас уже 16-17 лет, они, так скажем, уже выпускники 2008-2009 год, хоккеисты, и сейчас как раз они будут в Тонди Раба с 25 числа в субботу выступать на чемпионате мира, защищать честь нашей страны за сборную Эстонии. Так что с 25 числа приходите в Тонди Раба, поддержите. У нас выйдет там... в понедельник, это получается... Выйдет в понедельник, значит, турнир уже начнется, и расписание там можно в социальных сетях, эта реклама есть везде, можно, я думаю, что при большом желании найти, а билеты в продаже там в Пилите. Да, говорите, билеты в Пилите. В Пилите Леве. Там билеты в Тонди Раба, там, в общем, школьникам, там я не могу сказать, но там скидка. Приходите, поддержите. Это вот мои ребята, с кем я, так скажем... Вот они родились, а вы в школу пришли. Да, да. Когда им было 3-4 года, я с ними взял эту группу и вел ее до прошлого года. То есть там 15-15 лет? Да. Когда я решил, что все, слишком много всего, мне уже тоже не 20 лет, и нужно сконцентрироваться на чем-то другом, помимо работы в школе. И сейчас я больше занимаюсь тоже своими клубными делами, связанными уже с хоккеем в зале, флорбол. Вот, и про хоккей, но хоккей на льду у меня тоже остается, это не ежедневная работа, то есть я не работаю в клубе, но я остался тренером сборной, то есть это вопрос там 2 недель в год, когда идет подготовка к чемпионату мира, как сейчас она проходит, и только я работаю в другом возрастном классе, у меня до 20 лет юноши сборная. То есть вы в тренерском составе... А сейчас до 18 лет, да, в тренерском составе сборной Эстонии до 20 лет. Там у нас все мои коллеги это финны, и я, можно сказать, один из Эстонии тренер, который в этом тренерском штабе. То есть нету эстоноязычных коллег? Из тренеров нет. То есть тренеры финны, то есть я с ними разговариваю на английском языке. Ну, это действительно быть выбранным в тренерский штаб сборной Эстонии – это большая честь. И наша школа действительно очень сильно повезло нашей школе, что у нас есть такой классный учитель физкультуры, который помогает спорту нашей страны. И вот давайте вот про это более подробно поговорим. Вам за это платят или это, так сказать, на добрых началах? Пяева-раха. Угу. Небольшие. То есть это все-таки больше вопрос идейный? Это полностью идейный вопрос, потому что когда я нахожусь в расположении сборной, на своей основной работе я беру за свой счет. Это пухкус. Угу. То есть получается, то, что получаю я там пяева-раха, и то, что я здесь не получаю, там даже я не вдавался в подробности, но, грубо говоря, то на то и выходит. Поэтому это просто из-за любви к хоккею. Угу. Мне это нравится. Я очень кайфую эти 2 недели, когда мы проводим подготовительные сборы и сам чемпионат мира. Я кайфую от этой атмосферы, от общения с тренерами, от общения с ребятами, то есть от самого вот этого игрового процесса во время матчей, да. То есть теперь я не играю в хоккей, не нахожусь на льду, а теперь я играю в хоккей, находясь на скамейке с игроками, да, и пытаюсь им как-то передать что-то, свой опыт, свои знания более молодым уже поколениям нашей страны. Ну вот есть такая фраза, то, что тренера не играют, да. Но вы все-таки играете в лиге, как вы сказали, непрофессиональной, чисто для себя. Сейчас уже не профессионально, это чисто для себя, да. Угу. А вот расскажите, вот как это все выглядит, вот эти сборы, вот это ведь очень, так сказать, отдельная такая атмосфера находиться в сборной, наблюдать это все изнутри, а не, например, даже я не говорю посетить вживую, а просто посмотреть по телевизору. Вот что не попадает в кадр трансляции?
Ну, в кадр трансляции в первую очередь попадает вся организационная работа, которая тоже выполняют определенные люди, так называемые менеджеры. Как, в принципе, и в нашей школе есть какой-то определенный технический персонал, который тоже делает определенную большую работу, да, для функционирования и для работы нашей школы, работы, так скажем, если мы сейчас говорим про сборную, работы в сборной, чтобы все было, чтобы коньки были наточены, чтобы вовремя была еда, и чтобы майки были постираны, и все такое. Это с таких мелочей все, в принципе, везде так и начинается, с каких-либо мелочей. То есть тот же порядок в раздевалке, вся вот эта логистика, да, все вот, это не попадает в кадр. Ну, конечно, не попадает в кадр вот тренировочный процесс, да, как проходят тренировки, общение, планирование, то есть вся вот эта работа, она в кадр не попадает, это тоже определенный такой вайб, так скажем, да, это вот общение, какие-то бывают споры, да, но в споре рождается истина, да, поэтому различные митинги, так называемые, собрания, да, видеопросмотры, анализ вот этих ошибок, разбор матчей. То есть после игр мы тренерами собираемся уже где-то в каких-то конференц-залах, разбираем ту игру, которая прошла, делаем нарезки, клипы. И, то есть все вот это не попадает в кадр. В кадр попадает только уже готовый продукт, что мы хотели донести до команды, ту систему, то наше видение для большего успеха и результата. И команда пытается это сделать, выполнить на льду. И за счет своих игровых действий передает эту атмосферу и настроение дальше туда на трибуны или на экраны там любых этих девайсов, телевизоров и так далее. Мгм. А вот хочу спросить про болельщиков нашей сборной. Вот насколько хорошая у нас культура болеть за своих? Ну, скажем так, что есть определенный у нас фан-сектор, да, ВС Висик. Они молодцы, они тоже делают огромную работу, привлекают болельщиков на трибуны. Да, и в принципе во время игр, особенно когда домашние, вот, например, сейчас, я еще раз повторяю, вы можете прийти и ощутить эту атмосферу. Она, конечно, да, через так экран не передается. И я уверен, что будет достаточно много болельщиков. Конечно, это зависит от первых матчей сборной Эстонии. Если они пройдут более успешно, тогда людей придут поддержать еще больше на следующие матчи. Но это непередаваемая атмосфера. И на домашних чемпионатах, конечно, она больше людей, больше тебя приходит, поддерживают. Это как дополнительный какой-то импульс тебе придает. Бывает, это работает против тебя. Например, где-то наоборот, ты такой слово перегораешь, где-то волнение, избыточное вот это волнение, оно мешает показывать какие-то более высокие спортивные результаты конкретно во время игры. То есть это все зависит от твоего самообладания, да, кто-то менее стрессоустойчив, но это все вопрос многих лет подготовки. Вот. Но опять-таки, как и в школе, как и везде, мы все индивидуальны, у всех это все по-разному. Ну а на выездных чемпионатах мира там поддерживают свои команды, свои сборные, да, но в целом, даже когда ты приезжаешь в в другую страну, где хозяева другая сборная, то есть все равно та атмосфера, которая там происходит, ну, все равно да, прибавляет тебе только опять-таки каких-то сил, и вот эта атмосфера, которая ощущается,
я, как повторяюсь, я сказал, что это одна из причин, из-за которой я работаю в сборной. Я кайфую от атмосферы, от этого всего, что происходит во время игры, до игры и после игры. Но особенно вот это непередаваемые эмоции. Вот даже сейчас в Италии в декабре месяце, когда мы успешно выступили там достаточно много было болельщиков, которые прилетели и поддерживали ребят, и не только родители, а даже и друзья, и знакомые наших ребят. И, конечно, было круто, когда в аэропорту нас встречали там из Олимпийского комитета, из Эстонской федерации хоккея, и корреспонденты. У меня интервью брали. Я, на самом деле, пришел сюда опять-таки так с Никитой пообщаться. Никита, с тобой интересно общаться. Я, на самом деле, такой не любитель этих всех разговоров. Я каждый раз задаюсь вопросом, что ты там пьешь, что ты такой разговорчивый. Вот это ты уже пришел проверить, что ж там, а у тебя там просто вода. Да. Поэтому корреспонденты подходили, спрашивали, там с Делфи, там вроде бы я давал интервью, так что можете тоже посмотреть, где-то найти там. А так я не очень любитель этого и такой не очень общительный человек на самом деле. Раньше был более общительный, сейчас такой более сдержанный. Угу. А вот знаете, есть такая известная фраза, что трус не играет в хоккей. Да. Вот насколько вы с ней согласны? Да, я полностью с этим согласен, потому что это все-таки эти волевые качества, они очень важны на льду. Это помимо того, что там не бояться, что тебя клюшкой ударят или шайбой в тебя попадет, это еще и переступать через вот этот вот порог, да, выходить из зоны комфорта, и даже находясь во время игровой смены на льду, хоккей — скоростный силовой вид спорта, и ты быстро во время короткой смены, находясь на льду, ты закисляешься, то есть мышцы устают, и тебе нужно еще бежать в защиту, например, помогать своей пятерке, не пропустить гол, и ты уже на полупрямых ногах, то есть когда ты уже не чувствуешь своих ног, тебе нужно помочь. То есть это, опять-таки, как я сказал, мы все разные, у всех это по-разному проявляется. У кого меньше волевых качеств, тот меньше выполняет это. И, соответственно, меньше дает результата для команды. И, соответственно, в момент какого-то отбора игроков он менее требовательный игрок, менее, как сказать, ценный? Менее, скажем так, да. Вот MVP. Менее ценный игрок. В хоккее есть вот этот термин MVP, как в баскетболе? Да, most valuable player. Да. То есть в любом виде спорта есть. Но хоккей, пятерка — это как и футбол, и баскетбол, и любая командная игра. Да, если одно звено у тебя выпадает, если один человек на льду выпадает, то вся цепочка ломается. То есть поэтому в хоккее даже очень игры в неравных составах, если удаление, то это очень серьезно сказывается, как и в футболе. То есть я, как ты сказал, суперспособность. У меня другая спортивная суперспособность. Я люблю очень футбол, я люблю играть в футбол, и каждое лето играю в футбол в Пирито. Больше времени у меня летом, мы собираемся. Так что, если кто хочет, можете всегда у меня узнать, где мы, в какое время, в какой день собираемся в Пирито, играем в футбол. В футболе также, да, почему там многие люди, стереотип такой есть, что вот там футболисты, там, не в обиду сказано, нытики, стереотип ходит. Очень часто, да, что они там ныряют, что они там слишком драматизируют. Их учат это делать тоже. То есть что тем самым они провоцируют судью, чтобы он дал красную карточку игроку соперников. А если команда, опять-таки, остается в меньшинстве, так скажем, да, без одного игрока, даже без двух, то команда, которая заработала это удаление, да, она становится фаворитом в игре все-таки, потому что у них больше игроков. То есть все способы хороши. И начинают доминировать в основном случаях, да, до конца игры уже, за счет того, что у них больше игроков на площадке. А вот есть даже отдельная премия за fair play.
Вот можно ли сказать то, что команда, которая играет на провокацию каких-то удалений и штрафов со стороны судьи, что это не совсем фейерплей с точки зрения этикета футбольного и вообще любого другого спорта? Но опять-таки все люди разные. Есть случаи, когда команда зарабатывает пенальти, я сейчас про футбол говорю, то есть про хоккей тоже везде есть. Зарабатывает пенальти, а человек подходит к мячу и специально не забивает, потому что они знают, или этот игрок конкретно, что этот пенальти он был незаслуженный. То есть это ошибка судьи. То есть это фейерплей, правильно? Мгм. То есть и таких случаев и в хоккее, и в любом виде спорта, да, есть отдельные награды по итогам сезона, и это очень ценно, это очень статусные такие тоже награды, да, не только там, кто больше голов забил или кто там больше передач голевых сделал, а именно вот за такие какие-то второстепенные, так скажем, заслуги не менее важные, да, которые говорят о тебе не только как о спортсмене, да, но как и о человеке. Все-таки, то есть я в своей работе, да, стараюсь не только научить играть в хоккей, да, но научить быть человеком. Вот вы прям на упреждение ответили на мой вопрос. Вот вы как тренер действительно, то есть вы больше за фейерплей. Абсолютно. Я всегда действую против своих интересов, даже если я знаю, что они вопреки какому-то нашему командному результату, если я скажу честно так, что вот было так. Например, здесь был аут, здесь не было удаления и так далее. И меня всегда забавляет, когда в моей тренерской работе, в работе учителя во время каких-то игр дети начинают оспаривать какой-то игровой момент и считают или напрямую, или косвенно дают мне понять, что я якобы заслуживаю. Да. Мне Ну, это всегда забавляет, я потому помню что я вашу знаю, фразу. насколько я объективен и честен, да, и к самому себе, и к команде. Неважно, какая там, и неважно даже какой класс играет. Вот, например, если мы говорим сейчас конкретно про 8 Е, да, я у них веду физкультуру, 8 Е, привет вам. И, например, играют против 8 А, у которых я не преподаю урок, да, то я буду одинаково объективен как к своему классу, у которого я преподаю, веду урок, и к 8 А, у которого я не веду урок, которых я не знаю, в принципе, ребят. То есть все равно, потому что если я буду не объективен, если я буду нечестен, если я буду подсуживать, скорее всего, в пользу своего класса, я потом вот соревнование закончится, я выйду из, там, не знаю, из спортивного комплекса или из школы, если мы говорим сейчас про 8 Е, про 8 А как пример. Если я выйду из школы, я буду чувствовать себя не очень хорошо. Мне будет совестливо. Я такой человек по жизни, да, мне на самом деле это где-то, может быть, даже мешает, потому что я очень много и очень часто думаю о том, что думают другие. То есть всегда задумываюсь, никого ли я не обидел этим или еще что-то. Хотя старшие коллеги и еще кто-то, особенно в последнее время, учат меня. А мы все учимся, да, даже я в свои 42 года учусь. Советуют мне не обращать так внимания на те какие-то моменты в жизни, на которые я почему-то до сих пор все равно обращаю внимание. Ну, я вот помню то, что у нас на уроках физкультуры вы говорили во время хоккея, что типа, ну, потом поставим видео повтор, посмотрим какой-нибудь. В шутку, да, что чтобы... снимайте напряжение между учениками, потому что, ну, наверное, я был такой очень азартный человек на физкультуре, который я прям вживался в этот процесс игры, и мне прям было важно победить. Как вы считаете, вот это поколенческое, у нас все стабильно по типажам учеников на физкультуре, которые забывают форму, который там, допустим, больше всех знает, больше, или кто хочет заскочить с урока, прогулять. Вот эти типажи, они меняются в процентном соотношении? Или вот они стабильны вот последние, вот как вы говорите, 18 лет? Да нет, конечно, все меняется. Все меняется. Ну что сейчас, менее активные ученики?
Ну, у нас и требования меняются, и программа меняется, и то, о чем мы говорили буквально только во вторник, там, да, Да. система оценивания, и все у нас меняется. Поэтому и ребята меняются, и ребята, их родители подстраиваются под эти новые реалии, под новые условия. И Акклиматизация. акклиматизация, адаптация, я не знаю, как это еще можно назвать. То есть, конечно, меняются. Просто мы так сейчас говорим, как будто это было там, я как этот динозавр какой-то, да, как будто это было уже там очень-очень много. На самом деле это, ну, много лет назад было, но не так давно. Все-таки другие, да, ребята. И это, в принципе, из поколения в поколение, да, наши родители всегда, особенно в укор, говорят, вот, мы были другие, сейчас вы такие, там, нашим родителям. Их родители говорили, наши бабушки и дедушки, и мы говорим, там, вам, и наши нынешние ученики будут дальше говорить. То есть все меняется абсолютно, и поэтому и уроки физкультуры у нас тоже меняются, у нас уже как ликумис, это правильно уже даже не... То есть тенденция, я так понимаю, все идет к тому, что скоро будет молодец, зачет, пришел на урок, молодец, дошел, зачет. Ну, то есть вы против зачетной системы, вы за бальное оценивание? Я, может быть, против конкретно именно в этом году, потому что все-таки у нас очень много изменений. Все равно переход на 75 или на 90 минут, учителям переход на эстонский язык, C1, длинные перемены, расписание, все в один день, все в один год, вот так вот взять, это слишком большая нагрузка. Может быть, это постепенный, опять-таки, переход сделать, да, там, в этом году там, поменять расписание и так далее, а в следующем году, может быть, поменять уже и систему оценивания. То есть такое поэтапное развертывание. Ну, конечно. Только поэтому, в первую очередь, я против. Чтобы, если это и вводить, то не в следующем году. Хорошо. А вот мы затрагивали тему того, что вообще хоккей как вид спорта травмоопасный. И вот у вас в карьере, вот какие у вас лично травмы были, какие травмы вы наблюдали, и действительно, насколько это может быть травмоопасно? Да, тут опять все вот от этих волевых качеств, от мыслей и от желания. То есть, если ты всегда, когда у нас все плохие мысли притягиваются, если все время думать, что сейчас мне попадет шайба, закрывать глаза и бояться, то есть я никогда, такой у меня характер, я, в принципе, в жизни я добрый человек, а на льду я злой, по-спортивному, да, вот это вот у меня за мое время работы, то есть разные типажи, разные виды игроков и людей, и детей, то есть есть такого же типа ребята, которые в жизни они добрые, воспитанные, такие порядочные, а на лед они выходят, они такие становятся, ну, по-спортивному, по-хорошему злые, такие дерзкие, чего требует хоккей именно, да. А вот ребята, которые они такие воспитанные, добрые, мягкие, нежные, и на льду такие, если они, то это не прибавляет им дополнительного какого-то спортивного результата. Вот. И если говорить об этом, то я никогда не думал, там, ничего не боялся. И сейчас вот я играю, например, в хоккей для себя, да, у меня лицо открыто. То есть некоторые люди, там, заканчивая профессиональным спортом, они закрывают лицо, там, чтобы во избежание там, каких-то попаданий или еще чего-то. Там, или визор, так называемый, там, закрывают пол лица себе. То есть я играю с открытым лицом, и мне некоторые ребята спрашивают, я не думаю об этом, ну как есть, я вот играл сколько там уже, 30 там, лет, да, 30 плюс лет в хоккей, там из них большую часть, там 20 с чем-то, там с 18 лет лицо открывают. Мне ничего никогда не попадало, только какие-то там чуть-чуть. Для меня это чуть-чуть. Там нос сломали чуть-чуть, губу зашивали, подбородок зашивали, так чуть-чуть. То есть и один раз трещина в пальце была, неудачно упала. Это мы на соревнованиях в Киеве были.
Так-то ничего такого серьезного не было, потому что, ну, я во время игры я не думаю об этом, и до игры, и после игры я не думаю об этом, и, может быть, какой-то пониженный порог у меня болевой, то есть тоже, опять-таки, приобретенный с годами. Я никогда не думал об этом, и поэтому таких серьезных, как таковых, но я забыл, конечно, сказать, что да, сотрясения были у меня, потому что раньше, сейчас с каждым годом вводят правила во избежание серьезных каких-то травм, да. Раньше таких правил не было, там, в советское время, там, или какое там, в 80-е, в 90-е, наверное, это надо будет вырезать. В 70-е, 80-е, 90-е, там, правила были совсем, там, клюшками могли вот так рубить, там, и так далее. И постепенно эти правила стараются свести к тому, чтобы как можно меньше было травм, особенно связанных с головой, да. Вот. Но по тем временам, когда еще я играл, то есть этих правил не было, поэтому у меня там 2 сотрясения были таких очень серьезных. Один раз я проходил лечение даже там, и дома был на восстановлении и различные там. Ну это, так сейчас расскажу, никто в хоккей больше не пойдет. Но это я хоккей на льду. В хоккее зале там совсем все по-другому. Значит, вот сейчас вот в последние годы говорят то, что вот такой, можно сказать, big free, да, вот этот, получается, баскетбол, хоккей, футбол, что у футбола очень много кто против системы VAR, в баскетболе сейчас проблема с трехочковыми, что все просто кидают трехочковые, какая-то тактика пропадает. А вот по вашему мнению, какая сейчас самая большая проблема в правилах или в процессе игры именно в хоккее? Испытания для молодых специалистов, спортсменов? Да, такой хороший, интересный вопрос. На самом деле, даже и сразу так и не смогу на него ответить, потому что, в принципе, опять-таки, изменения правил, да, наоборот, только и последние изменения правил, они в пользу того, чтобы игра была более динамичная, более зрелищная, меньше остановок игры, да, меньше пауз и так далее, чтобы вот эта вот динамика, она все время, динамика игры, она сохранялась, да, то, что любит зритель, болельщик, да. Поэтому даже, да, хороший вопрос на самом деле. Я, пожалуй, тогда отвечу, что нет такого в хоккее. Хорошо, спасибо за ответ. И вот вы смотрели Олимпиаду? Ну, конечно. Хоккей тоже? Ну, конечно. Вот там были такие моменты, что, значит, там уже в каких-то то ли полуфиналах, в общем, уже на выбывание. Не помню, кто с кем играл, но там чуть ли не 7 против 5 выходило одновременно. На поле было хоккеистов. Да, Читали это были Канада, Чехия. Вот расскажите, пожалуйста, случается ли вообще, давайте опишем, почему это не, да, почему это не окей, как это можно было проглядеть на уровне Олимпиады, и случается ли такое в вашей карьере, в вашем профессиональном опыте? Да, это вокруг и около, конечно, встречается, но, так скажем, это просто человеческий фактор. На самом деле, да, все задаются этим вопросом, потому что все-таки не только игроки, но и судьи, да, высокого класса на таких мероприятиях. И судей 4, 2 главных, 2 лайнсмена. Как это могли не углядеть? Опять-таки, значит, настолько быстрый, динамичный этот спорт, что, опять-таки, просто вот так вот невооруженным глазом это не увидеть, и я это не увидел, и никто этого не увидел. То есть тем более с телевизора ты видишь более масштабную, наоборот, большую часть поля ты видишь, да, там на трибуне ты видишь все поле. А судья, например, он же не видит все поле, он располагается так, что смотрит, например, на шайбу и тоже видит часть. То есть он не может увидеть всю ситуацию, тем более, когда если игра резко переходит туда, а скамейки с игроками там, и у них идет пересменка. Там же тоже есть определенные эти exceptions, да, и исключения. То есть дистанция, какая должна быть дистанция, чтобы мог уже выйти новый игрок, чтобы не было вот too many players, вот эти вот ошибки при смене, да, то есть поэтому все вот эти нюансы,
привели к тому, что не досмотрели, и когда вот уже какой-то там скриншот или фотография вышла, то это было, конечно, забавно, интересно и банально смешно это было. А вот Вы меня, кстати, не защитите за невоспитанность, я в кепке, потому что чувствую так себя в безопасности и более комфортно. Берем то же самое, так сказать, зеркалим наших учеников. Ну, типа того, да. Так. Почему нет? Действительно, мы тоже у них учимся. Так. Я же, по сути, такой любитель. Халтура, что я смотрю? Наверное, чемпионат мира по хоккею, и больше ничего не смотрю, и Олимпиаду. Меня удивило тот факт, что финал судили судьи команд, которые сами играли. То есть там вроде бы канадцы были и американцы. И вот как, вот что, неужели нет других судей, кому судить финал? Вот как-то, потому что в футболе вроде бы это запрещено. Ну, да. Чтобы судья свою сборную судил. Ты говоришь, там ты не специалист, но на самом деле ты очень много знаешь, и мне интересно с тобой общаться, потому что когда есть у нас какие-то, бывают совместные мероприятия, экскурсии там, или просто где-то мы встречаемся, редко встречаемся, потому что ты занят, я занят. Мне интересно с тобой пообщаться, и то есть в разговоре, конечно, ты даешь понять и знать мне, что ты довольно-таки подкованный. Спасибо. Вот, поэтому большого труда тебе не составит сказать, какая самая сильная лига в мире, да, это НХЛ. Да. То есть и все игроки вот эти в основном были это из североамериканского хоккея. А североамериканский хоккей, правила тоже отличаются от международных. То есть международная лига, там IHF, там одни правила. А в Канаде там другие правила в этой лиге, есть расхождения. Соответственно, и судьи были в основном с той лиги, с NHL. То есть это американцы и канадцы. И судьи были назначены уже за, не знаю, может быть, и в течение турнира, но где-то, наверное, на ранних стадиях, в первой половине турнира. И никто же не знал, да, в основном никто не знал, но предполагал, и я скажу, что я и хотел, и говорил, что финал будет Америка-Канада, да, все ждали этого финала, хотя я болею и за Швецию, мне нравится и шведский хоккей, и за финнов, в принципе, я тоже болел, так как все-таки соседи, и с коллегами я работаю, да, с Финляндией, и играем мы в Финляндии, то есть это тоже есть большие определенные есть такие связи и причины, из-за которых я, так скажем, поддерживал тоже эту команду. Но в финале встретились Америка и Канада, и судьи были назначены с Америки и Канады, поэтому получилось так, как получилось. Что... Ну, то есть это судьям, вот этот профессионализм, он их защищает от каких-то... Вот именно проблема с судьями есть в хоккее? Вот последний на Олимпиаде. Были ли у вас какие-то личные претензии? Нет, но это же если команда проигрывает, то виноват кто? Виноват судья всегда. Поэтому всегда есть проблемы с судьями. Да, команда не может, судья поможет. У нас были, я не скажу, что проблемы, просто была забавная ситуация. У нас все судьи на нашем чемпионате мира в Италии были женщины. Потому что мы играли на Олимпийском стадионе, не на основном, на большом, который еще был не готов к тому времени, а мы играли на другом катке, стадионе, где проводился Олимпийский женский турнир по хоккею. И женщины были судьи. Они, так скажем, это была для них такая генеральная репетиция и подготовка к Олимпиаде, обслуживая и работая на нашем юношеском чемпионате мира в дивизионе 1Б. То есть у нас все были женщины. И был такой забавный момент, одна игра, и, как обычно, мы что-то там хотим обратиться к судье, где-то он был там прав или не прав. И один из моих коллег в Финляндии, это первые игры были, он, обращаясь к ней, использовал выражение «Эй, мистер рефери», то есть по привычке. Да? Сила привычки.
У нас потом такая шутка ходила в течение этого чемпионата именно между собой, между тренерами по поводу этого всего. Да, были женщины, поэтому они тоже были в основном из Америки и Канады. То есть тоже там были из Финляндии, из Швеции, из Чехии, из Словакии. То есть, в принципе, вот эти топ страны, да, топ-хоккейные страны. Вообще есть такое выражение, да, какой чемпионат, такие судьи, да. То есть соответствующего уровня. Типа слабый чемпионат, значит и судьи слабые, если сильный чемпионат. То есть такое вот есть выражение. Да, да. А вот получается, вот расскажите, в каких условиях вот это получается, кто финансирует ваше проживание, перелеты, эстонский олимпийский комитет или вы за свой счет, и в каких отелях вы останавливаетесь, насколько роскошные они? Олимпийский комитет, Федерация Эстонии, какие-то спонсоры и Международная федерация хоккея. Гостиницы предоставляют организаторы, хост. То есть в основном это хорошие, минимум 4-звездочные отели. Да. Питание, гостиница, это все предоставляется от организаторов, на это не идут никакие расходы. То есть есть определенный, опять-таки, тоже есть определенный регламент, с какого дня и плюс до конца турнира все расходы берут на себя организатор. Если команда хочет приехать раньше, на пару дней, более тщательно подготовиться, то эти расходы берет на себя каждая из федераций. Ну, да? Справедливо. То есть как-то так. А вот перелеты? Перелеты — это федерация. Это перелеты у нас в хоккее. Я знаю случаи, когда в других каких-то менее популярных видах спорта, да, и расходы берут на себя сами игроки. То есть, опять-таки, сейчас все это видно в социальных сетях. Периодически бывают какие-то, я вижу, даже не командные виды спорта, просят помощи, да, какого-то доната, да, так скажем, чтобы человек или команда, да, добрались там куда-то на чемпионат мира или на какие-то там статусные соревнования, да. То есть везде все по-разному. Ну вот как вы считаете, государство все-таки не должно допускать таких ситуаций? Ну, конечно, не должно. Тут это много сказано, я думаю, это... Ну, то есть финансировать нужно... Тема другой встречи нашей. Хорошо. Об этом много говорится, много пишется, но никто не скрывает, что очень слабая эта поддержка со стороны государства. Угу. Ну, то есть всегда хочется лучшего и большего. Конечно. Угу. А вот как вы думаете, что судить сложнее, хоккей или футбол? Да, я думаю, что плюс-минус одинаково. Везде тоже есть и в хоккее, и в футболе тоже вот эти регулярные нарушения, симуляции регулярные, да, тоже точно усмотрение судьи, он должен принять решение. Это была симуляция или это было нарушение правил. В принципе, что там, что здесь, теперь уже ввели видеоповторы. То есть судьи, в принципе, в равных условиях они могут просмотреть, да, видеоповтор, чтобы окончательно принять решение. То есть также есть лайнсмены, которые отвечают за офсайд, проброс это называется, да? Айсинг или офсайд. В хоккее и футболе абсолютно разные эти вычисления, или как сказать, этот офсайда, да, как он, то есть в хоккее офсайды — это линии нарисованные синие, по этим линиям определяется, был офсайд или нет, если шайба или игрок раньше. А в футболе эта линия, она из крайней точки или последней точки защищающегося игрока, да, и первой точки атакующего игрока, да, если там дальше, это там тоже сейчас какие-то новые правила там по поводу этих офсайдов, то есть разные, конечно, моменты.
разная трактовка правил офсайд идет. То есть Хорошо. в целом я думаю, что одинаковое давление на судей идет, и то есть плюс-минус одинаковые. Просто что на льду судья вот так вот, наверное, вот все время, а в футболе чуть помедленнее головой крутит. Хорошо, я должен задать глупые вопросы. Да. Я И ответы получить глупый ответ, да? Не обязательно, не обязательно. Я-то ответы, скорее всего, знаю, но я знаю то, что ученикам точно и нашим зрителям будет интересно. Да. Почему в хоккее на ворота нельзя поставить очень толстого вратаря, чтобы он просто своим телом перекрывал все ворота? Опять интересный вопрос, второй уже, Никита. Во-первых, формы такой нет. У формы вратарской тоже есть определенные критерии, допустимые, да, и недопустимые размеры. Во-вторых, это уже ближе что-то к спортивной какой-то истине, да, то есть хоккей — это регулярное перемещение, да, то есть даже если вратарь не будет перемещаться, а просто будет сидеть, там эту шайбу с ним затолкают, то есть он должен перемещаться, быть мобильным, подвижным. То есть если мы говорим о вратаре, который тучноват, так скажем, то он не сможет так двигаться, передвигаться. И ты же знаешь, например, что в конце игры вратаря снимать могут. Да. Ты знаешь, о чем я Ну, чтобы шестого игрока выпустить. Чтобы создать, опять-таки, то, о чем мы говорили, преимущество, да? То есть сможет этот вратарь добежать туда до скамейки в конце игры? И насколько быстро он сможет это сделать, даже если он это сможет? А ты же знаешь, что помимо того, что в конце игры, да, когда команды проигрывают, они хотят отыграться, идут на риск и снимают вратаря, который убегает на скамейку, и его заменяет шестой игрок, то каждый отложенный штраф, каждое удаление, ты обращал на это внимание? То есть если твоя команда с шайбой, да? Да. Я нарушил правила на тебе, да? Но шайба остается у тебя, да? Тогда судья держит поднятую руку. Нет, не обращал. Да, и шайба, и держит руку до тех пор, и не дает свисток до тех пор, пока команда, которая нарушила правила, не коснется шайбы. Чтобы не было, получается, преимущества от этого нарушения. Потому что если она коснется... И поэтому я нарушаю правила на тебе, но вы шайбу продолжаете держать. Судья поднимает руку, вратарь это видит и опять-таки убегает на лавочку, чтобы вышел шестой игрок, чтобы создать преимущество. Потому что он знает, он может убежать, а если я коснусь шайбы, чтобы забить, попытаться в пустые ворота, судья даст свисток, потому что я уже коснулся шайбы, я не смогу забить в пустые ворота. Даже если я забью, этот гол не засчитают, потому что такое правило есть. Поэтому во время игры вратарь может бегать всегда туда-сюда, каждое удаление, каждый отложенный штраф. Да. То есть это ответ к тому, насколько он сможет, этот тучный вратарь, все время огромный, большой, бегать туда-сюда. Он не сможет это делать. Ух ты. И реально форма, она придает большие размеры, да, вратарю. Но по факту вратари, особенно профессиональные, которые занимаются профессиональным спортом, играют в профессиональных лигах, они на простом языке, они самые худые игроки. Они самые худые игроки. Нежели чем полевые игроки, так называемые, да, там нападающие и защитники. Хорошо. У которых есть единоборство, да, которым нужно обладать большей массой в единоборствах, в какой-то там в борьбе и при бросках, и при движении и так далее. А вратари, им нужно что? Просто ловить шайбу. Хорошо. Ну, это так, я образно, легко и банально очень сказал. Конечно, им не только нужно ловить шайбу. Хорошо. Вы участвовали в драках на льду во время игры?
как сказать, за компанию, да, в массовке. Так, чтобы там что-то, эй, ты иди сюда, я сейчас тебя, нет. Я в жизни такой неконфликтный человек, и это у меня с детства идет, поэтому я никогда в детстве не провоцировал и даже не поддавался на провокации, потому что, например, опять-таки, да, если тебя ударят, тебе больно, да, судья поднимает руку, да, штраф. Значит, я знаю, я понимаю, что сейчас его удалят, и твоя команда будет играть в большинстве. Тем самым у нас есть преимущество и больше вероятность, что мы забьем гол. Да? Да. Даже если меня ударяют больно, оскорбляют меня, и мне обидно, я не буду ему отвечать. Да? Я не буду ему отвечать, потому что я знаю, что если я ему отвечу, меня тоже обоюдно удалят. И мы оба пойдем туда, и игра будет продолжаться в равных составах. То есть за массовку в детском возрасте, как это раньше было, уже все, игра закончилась, приветствие, команды друг за другом поехали, руки друг другу или пятерочки дать, или пожать, и один что-то там одному другому сказал, да ты там что-то 1 на 1, второй на второй, команда на команду. Вот у нас так драка была в Австрии, да, там я с вратарем подрался. Вот. Но это было не в конце игры, это было не после игры, это было в конце игры, поэтому меня еще и до конца удалили тогда. Прям до конца игры? До конца игры тоже, да. И команда играет в меньшинстве? Нет, это... Из состава как бы да, это обоюдно, потому что мы же вдвоем подрались. То есть это до конца этой игры. А следующую игру я уже мог брать, потому что это тоже, это все тоже индивидуально рассматривается в зависимости от того же турнира, чемпионата. То есть у нас это конкретно был детский коммерческий турнир, куда мы заплатили деньги, чтобы приехать, поэтому там более лояльные, более щадящие правила, чтобы не наказывать ребенка и их родителей, которые заплатили деньги, да, чтобы их ребенок играл, не наказывать большим отсутствием игрового времени, чтобы ребенок уже играл в следующую игру. Это, конечно, если не какой-то там серьезный проступок. Хорошо, понятно. Следующий вопрос тогда. А почему можно впечатать того основного игрока там в это стекло, в этот полиглаз, всем все окей, но тронешь вратаря, и все сразу же вступаются за вратаря? Вот почему вратарь — это такая неприкосновенная фигура в хоккее? Вратарь — это потому что последний рубеж. Раньше там говорили, что вратарь — это полкоманды, да? Сейчас считается, что вратарь — это там 70 даже процентов, 80 — это команда. То есть очень важно. Даже команда, ты выходишь на лед, и вот это вот ощущение того, что у тебя там все это, скажем так, спина прикрыта, да, тебе придает дополнительную уверенность и придает дополнительный импульс, опять-таки, в твоих конкретных действиях и действиях твоей команды. А если это факт тоже, а если ты знаешь, что там не все так надежно, не все так уверенно, то лишний раз ты где-то, может быть, не поедешь туда дальше куда-то в нападение, а где-то останешься чуть ближе к своим воротам на всякий случай, чтобы защитить там эти последние тылы, да, которые не такие надежные. То есть поэтому и вратарей немного, да, если игрок там соперников подъезжает к нему, каждый раз, как к тебе подъезжают, это есть вероятность, что ты получишь какую-то травму, даже если тебя прикоснуться, ты можешь где-то что-то дернуть, пахи, да, там самое слабое место вратаря. То есть поэтому там не дай бог, чтобы там соперники подъезжали, прикасались там и так далее, потому что в команде 2 вратаря во время игры. То есть если основной вратарь получает травму, да, есть второй. Во-первых, вопрос... А есть третий? Третий еще на трибуне там сидит. Тут года 2 назад был случай, когда этот заливщик, знаешь, в НХЛ заливщик играл игру. Слышал такую? Я слышал, что из футбола вот похоже. Не, а на льду тоже в НХЛ заливщик. Да. Потому что там что-то получилось с первым вратарем, что-то со вторым. И третий не смог что-то выйти. И вызвали там какого-то этого местного заливщика, который именно на этой игре работал, лед заливал, подготавливал.
каким-то чудесным образом. И он отыграл игру. И они даже выиграли там. То есть вот я сейчас так... Я вспомнил, что в футболе вратарь получил красную карту, нет замен, и кто-то из обычных игроков встал на вратаря. Это довольно-таки более популярная, довольно-таки... И он потом даже пенальти отбил. Частая история, когда игрок встает в ворота. Да, то, что я говорил, что вратарей их всего 2, и, во-первых, ты не... разница какая первого и второго вратаря, даже если второй выйдет на лед, может быть, он намного слабее, чем первый. Это опять-таки сразу минус команде, да. И также может произойти что-то и со вторым. Это такие случаи бывали. Все. А игроков-то намного больше, там, да, 20 их. То есть там, в принципе... 4 состава. 4 пятерки. Да, 4 пятерки. 5 человек, пятерка называется. И они ведь постоянно меняются. Я все детство смотрел и думал, вау. Каждые 30-40 секунд. Это да. Есть определенные биоритмы, есть это уже биохимия и так далее. Все эти процессы в тебе происходят так, и это многими годами выработано так, что у тебя все это идет в фазу восстановления и закисления, все это. И поэтому, когда награждают медалями, абсолютно каждый человек в команде полностью заслужил свою медаль. Да, 20 именно конкретно участвующих в этой игре, но есть еще игроки, которые запасные, которые не участвуют конкретно в этой игре, но заявлены в команде, потому что все-таки хоккей он такой довольно-таки травмоопасный, и банально какой-то ушиб, даже там, я не скажу, что небольшой, потому что с небольшим ушибом и с трещинами, с переломами хоккеисты играют, и на уколах они играют, и выходят на лед. Но все равно есть запасные игроки, которые, в принципе, они тоже получают медали. То есть я не знаю, сколько там комплект медалей, но все игроки получают медали, если они выиграли что-то. Хорошо, ну давайте тогда подходить к нашему финальному блицу. Я задаю... Быстро время пролетело. Быстро. Я удивлен очень. Так, значит, смотрите, я задаю вам вопросы, вы отвечаете быстро, но не обязательно коротко. Значит, 3 самых лучших фильма про хоккей, которые могут посмотреть наши зрители, чтобы прям прочувствоваться этой атмосферой. «Могучие утята», в принципе, все части, но он с 90-х годов. «Зубная фея» и, наверное, про американскую сборную, это «Чудо». «Чудо на льду». Да. «Miracle on Ice», вот это известное противостояние с Советским Союзом. Хорошо. Сериал «Молодежка» есть. У кого много времени, интересно, довольно-таки интересный сериал «Молодежка». А вот насколько это близко к правде, вот они изображают это, весь вот этот процесс хоккейный? А от тренировок до самой игры? Ну вот насколько это соответствует действительности, как есть на самом деле? Про сериал или про фильм? Ну вот эти 3 фильма, которые вы назвали. Да, но там, которые я назвал, там же только «Чудо на льду», он основан на реальных событиях. А остальные, в принципе, «Могучие утята» — детский фильм. Детский фильм, он там для младших классов очень интересен будет. Для старших классов, конечно, я не назвал это «Легенда номер 17». Как я мог забыть, я не знаю. Этот фильм вот я хотел уточнить, да, с Козловским. «Легенда номер 17» — это для 3-й гимназической ступени, тоже очень интересно. Даже 2-я ступень тоже может посмотреть. Довольно-таки интересно, я не знаю, как в других фильмах, где-то что-то придумано, где-то что-то недорассказано, где-то что-то передано не так, да, как хотелось бы это увидеть, да, а в целом, опять-таки, зависит от режиссера, и, в основном, конечно, да, это очень реалистично, так скажем. Опять же, продолжаем рубрику с глупыми вопросами, но, наверное, очевидными. За кого вы болеете на чемпионате мира по футболу, который будет в июне? Давайте для наших зрителей, которые не совсем разбираются в Португалия. И ваш любимый футболист Криштиану. Месси или Роналдо? Так, хорошо. Есть ли какие-то 3 неписанных правила, вот, которые максимально кринжово нарушать, вот прям себя зачмырят? Остальные, вот неписанные какие-то правила в хоккее, которые все соблюдают, какой-то джентльменский этикет? Которые все соблюдают или пытаются соблюдать?
Ну вот пытаются соблюдать, а те, кто нарушают, вот тех прям максимально критикуют, прям, ну ты вообще, где твой класс, спортивный класс? Стирать форму хоккейную периодически, чтобы в так называемой сушильной комнате, да, было более... Не так больно было заходить, да. Ага. Стирать форму, то есть кто ее не стирает, там начинает его просить, так скажем, да, чтобы Ага. он забрал форму домой. Именно не верх, не джерси, да, а именно уже защитная форма. Да. То есть, потому что она со временем все это впитывает. И, Понимаю, да. И бывает такое, что ты приехал с соревнований или где-то форма, она с дальних поездок, она в бауле, в сумке в этой лежит довольно-таки продолжительное время. Сырая эта форма Да. после игр, да. Ты отыграл игры, все туда запаковал, бросил форму, и баул бросил в автобус, в багажник и поехал, да, то есть это все сырое там едет, Да, и да. еще бывает, ты возвращаешься там в 12, в час, в 2 ночи, эту форму ты даже, баул даже не открыл, ты это, и, в общем, ну, не очень даже потом все это чувствуется, так скажем. Это первое. Второе, это не просить ленту, наверное, тейп хоккейную. И не просить тейп, и не просить шампунь. У тебя должен быть своя лента, это для обмотки клюшки и средства личной гигиены, да, для душа. Бывают такие, которые все время просят Хорошо. у кого-то. А третье правило, даже не знаю, ну я более профессионально скажу, не бросать шайбу после свистка на льду, когда тренер дал свисток. Это такое правило. В плане бросать? В плане Ну, если делать удар. тренер дал свисток, чтобы все подъехали для разговора, для объяснения нового упражнения, как правило, всем еще хочется немножко эту шайбочку или там еще бросить куда-то. То есть, ну, это такое, это более серьезно, это более такое... Два первых — это более такие юмористичные правила. Хорошо. 3 величайших хоккеиста. И почему? Ну, Александр Овечкин. Я видел, что вы в рекорд. Фейсбуке следили за рекордом. Я тоже следил за его рекордом. Я там еще за 2, наверное, 3 года думал, там уже делали кто статистикой занимается, прогнозировали, когда он побьет свой вот этот рекорд Грецки. И в итоге... Все следили, все ждали, молодец, побил. Вот человеку, который вообще не разбирается в хоккее, вот насколько это уникальный спортсмен? Ну, это не передать, насколько это уникальный спортсмен, насколько он одаренный, насколько талантливый, сколько он это вложил, и сколько его родители в это вложили. Ну, Александр Великий, что сказать. Поэтому номер 1. Номер 2, скажем, Саша Барков. Это капитан Флорида Пантерс, двукратный обладатель Кубка Стэнли, с которым я познакомился летом. И точно, расскажите эту историю. Это же, как я мог про это забыть? Держал кубок Сергей Владимирович держал кубок Стэнли своими руками. Я думаю, это, наверное, самое такое священное, что может, до чего может священный дотронуться. Грааль, да. Да. Это хоккейный, Расскажите, да. как вы до этого? На самом деле я 2 раза его держал. Второй раз я его держал в Канаде, в Музее славы в Торонто. Вот. Но... А что это получается? Он путешествует? Да, там люди, специально отвечающие за это, вместе с ним сопровождают, рассказывают там интересные, там показывали на кубке даже какие-то ляпы, ошибки какие-то там, где-то в каком-то там 70-м году владелец команды, там не помню, кто победитель, там вписал имя своего сына, там, который даже никакого отношения к команде не имел, там в игры. А они просто днище добавляют, новый уровень? Пластину, да. Она же раньше была такая, и каждый раз, когда уже заканчивается место, добавляют, поэтому она уже вот такая. И вы потрогали его в Швеции, где? Да, нет, я его потрогал у Барковых на даче в Тампере, под Тампере, в Финляндии. Потому что папа играл долгое время в Финляндии. Ваш? Барков старший. Барков старший играл, они сами из Сибири.
Он играл долгое время, он одна из легенд финского хоккея. Он играл там, жил, там родился. Оба сына родились, Барков-младший, поэтому у него финское гражданство. И он играет за сборную Финляндии, хоть у него имя и фамилия русский, и говорит он тоже не только по-фински, и по-английски, но и по-русски тоже. У них там дача. То есть, и когда Captain's Day, день капитана, кубок, они, в принципе, все берут, но есть определенный Captain's Day, и он его привез туда, там для популяризации тоже в Финляндию привез. И мне старший Барков говорит, вот мы в этот день собираемся, приезжай, буду рад видеть. Я, конечно, был там просто, я даже не сказать, на каком небе от счастья я был. Приехал, пообщались, познакомились, и да, вот это было круто, конечно, это такие, ну, для меня, опять-таки, эмоции, да, потому что я в хоккее понимаю, каким Это то, о чем каким все трудом, мечтают. да, какие потом и кровью дается этот кубок, как там, через какие они, опять-таки, преодолевают какие сложности и так далее эти люди, профессиональные хоккеисты там, как и везде, в принципе, чтобы просто вот поднять над головой этот кубок. Вот. Ну, а третий, чтобы быть более таким Взвешенно. не только современным взвешенным, давайте скажем, это Валерий Харламов, который, к сожалению, рано, скоропостижно как бы ушел из жизни в автомобильной катастрофе. Вот. И не просто так про него фильм сняли. Интересный фильм, еще раз советую посмотреть, кто не смотрел еще. Даже если кто один раз смотрел, можно повторить по второму разу, потому что я уже не раз его смотрел. В принципе, я уверен, что если я начну его смотреть, я буду как первый раз, не потому что именно этот фильм, а у меня в целом есть такой момент, что каждый фильм, который я смотрел, я начинаю смотреть, я практически ничего не помню и смотрю как первый раз его. Правда. Есть такое какое-то. Я думаю, это даже хорошо. Это можно множить счастье много раз. Вот вы сказали про автомобильную аварию, мне сразу вспомнилась трагедия «Локомотива». Да. Падение самолета. Это, конечно, это очень грустно. Вот уточним для наших зрителей, кто не знает, что... Я помню, когда это было? Лет 15? Это 2000... Нет, не 11-й какой-то, 2014, может быть, год был. Я могу ошибаться сейчас. Ну да, где-то вот те года. Сейчас просто летели на игру, и самолет не взлетел по ошибке пилота, вроде как последняя официальная версия. Если вам интересно, то вы можете найти на ютубе разбор этой авиатрагедии. Очень подробно там все уже изучено и описано в видео. Поэтому кому интересно, да. Там много было, да, легендарных хоккеистов, Да. не только именно там воспитанников Ярославля, но и легионеры там, да, и там легенды Латвии, легенды Белоруссии, Словакии, Чехии, там Швеции. То есть там очень много было легионеров, выступающих конкретно в этом сезоне, в этой команде, да, и вот получилось так. И последний вопрос нашего блица. Какие 3 самые сильные сборные мира? Канада, Россия, Эстония. И что мы пожелаем нашим зрителям позитивного, хорошего? Я хочу пожелать, в первую очередь, чтобы вы всегда были в движении, да, потому что движение не только улучшает здоровье, но просто поднимает настроение. Я вот летом больше времени уделяю, например, просто пробежкам, да, и я чувствую, насколько это классно, офигенно после вот этого чувства, ощущения, да, и насколько проще потом этот день протекает, особенно если пробежка в первой половине дня с утра. То есть и любое движение, оно очень позитивно сказывается не только на здоровье, опять-таки, но и на эмоциях, и на усталости даже, да, как бы это ни банально ни звучало. Поэтому я пожелаю выходить вам из зоны комфорта, да, и больше двигаться, больше проводить времени в движении именно своими ногами и руками.
Они на самокатах и на Да, я тоже подумал про велосипедах. электросамокаты Они на сейчас. самокатах и на велосипедах, и, в принципе, на роликах. Я знаю, вот Никита катается на роликах, мы один раз об этом Ой, мы так говорили. хорошо разговорились, да, Я про сейчас ролики. поменял ролики, поэтому тоже, если кто-то захочет, кто-то с нами покататься, или с Никитой, или со мной, Да, или да, можем давайте. вместе собраться, какое-то Реально. организовать Я бы с мероприятие, удовольствием. тоже приходите, присоединяйтесь, и я думаю, что можно это все организовать. Да, Просто будьте добры по жизни. И к окружающим, и к самому себе тоже. замечательно. И на такой позитивной ноте мы с Сергеем Владимировичем прощаемся до следующего понедельника. Вам всего хорошего. Всем до свидания. Пока. Всем пока.